Сады поколений. Историко-географическое общество Дзурдзуки провели первую экологическую акцию. Высадили плодовые деревья. Разбить сад решили в Кантышеве. Амина Бокова с подробностями. Груша, абрикос, шпанка, черешня и яблоки. Уже сегодня около 200 саженцев этих любимых всеми деревьев заполнят собой это пустое поле в селении Кантышево. Однако перед посадкой участников акции ожидает небольшой инструктаж. Начнем с яблок. Идея посадить плодоносящие деревья во всех населенных пунктах республики принадлежит историко-географическому обществу Дзурдзуки. Задумка состоит не только в экологическом благоустройстве Ингушетии, но и в том, что выращенными плодами из этого сада спустя десятки лет смогут полакомиться наши потомки. Тем самым участники акции оставляют символичную связь с будущими поколениями. Первый сад был заложен дзурдзуками еще в прошлом году, но на сегодняшний день сады поколений есть в Магасе, селении Плиево, Троицкое и теперь уже в селении Кантышево, возле русла реки Камбелеевка. Кстати, место это было выбрано не случайно. Вы можете видеть прекрасный тутовый сад, который высажен еще в советское время. Я думаю, что здесь плодовый сад сейчас появится. Это в ближайшее время будет таким очень красивым местом отдыха для сельчан. Немножко стыдно даже, когда есть, допустим, в населенных пунктах сады, которые высажены в советское время. Сколько времени прошло, у нас есть своя государственность, своя республика. Нам уже пора озеленять, делать нашу республику уже самим, для того, чтобы оставить ее вот в таком красивом виде. Одним из первых за лопату взялся олимпийский чемпион Рахим Чехкиев. Спортсмен один из тех, кому не безразлично состояние окружающей среды. Поэтому он активно участвует в различных акциях, таких как экологический субботник «Зеленая Россия» и «Зеленая весна», где добровольцы расчищали берега водных объектов республики. Ну а сегодня помогать олимпийскому чемпиону вызвался маленький активист Али. Несмотря на юный возраст, Али уже может похвастаться более 40 высаженными деревьями. Какое у тебя по счету это дерево? 42. Это 43 дерево. Мы придем с тобой, друг мой, придем сюда через лет 10-15 и посмотрим, какое это красивое огромное дерево, сколько оно приносит нам хороших плодов. Вот. И будет приятно вспомнить эти времена. Историко-географическое движение Дзурдзуки образовалось всего год назад, но на его счету уже несколько долгосрочных проектов, таких как «Я познаю свой край» и «Мудрость прошлого». Они занимаются научной, исследовательской и просветительской работой. «Сады поколений» уже третий проект программы «Наследие». Он предполагает закладку парковых зон и садов в каждом населенном пункте республики. В этом году зима такая поздняя получилась, да? Если у нас получится, и в Малгобекском районе тоже попытаемся заложить еще один сад. Сегодня даже погода радует пришедших на акцию теплом и солнцем. Каждый из присутствующих здесь добровольцы, которые не прошли мимо призыва принять участие в этом богоугодном деле. Многие из них деревья сажают впервые. Но это точно не про сотрудников комитета экологии, которые тесно сотрудничают с дзурдзуками и никогда не пропускают их акции. В целом по всей республике на год запланирована посадка около 30 тысяч деревьев. Практически во всех населенных пунктах. Это и водоохранные зоны, это и парковые зоны. В городах и населенных пунктах будут заложены еще и парки, новые парки в городах республики. Уже на следующих выходных общество Дзурдзуки будут проверять сады, благоустроенные в прошлом году. Деревья, которые не прижились, заменят на новые. Посадить свое дерево и внести вклад в благоустройство республики, сделать ее чище и красивее может любой желающий. Амина Бокова, Ахмед Горбаков, Новости 24.